Пане Игоря, вот я хочу с вами вопросы этого опроса обсудить. Относительно пятого вопроса у меня возникло очень много вопросов. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? Так сформулирован этот вопрос. Я для начала попрошу вывести сейчас на экраны наших режиссеров, собственно, чтобы мы понимали, да, что такое Будапештский меморандум и что предполагают положения этого Будапештского меморандума, и далее обсудим. Поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. Утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності, політичної незалежності України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН. Утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги. Домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили їхніх союзників. Проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. В офисе президента Украины сказали, что Будапештский меморандум актуализирует тему Крыма и Донбасса на международных площадках. Вот что там говорится. Давайте послушаем. Нашій державі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів меморандуму з приводу виконання їх зобов'язань. Ну, мандат президенту Владимиру Зеленскому и так дал народ, когда выбирал его, да? А разве вот механизмов этих положений, которые мы процитировали выше, недостаточно для того, чтобы запустить процесс реализации? Обязательно нужно спрашивать про право на эту реализацию. Подскажу даже больше. Это единственно перечисленные механизмы, которые, да, вот у вас были процитированы. А касательно права, это право есть. И я напомню, что кандидат в президенты Владимир Зеленский говорил о том, что он хочет актуализировать Будапештский меморандум, Будапештский формат, то есть привлечь Великобританию и Соединенные Штаты Америки к нормандским там переговорам и вопросу деоккупации Крымского полуострова. То есть по большому счету этот вопрос ни о чем, потому что граждане скажут, например, да, и что это изменит. Мы опять будем поднимать тему Будапештского меморандума, но так я хочу напомнить офису президента в первую очередь, что, к большому сожалению, в 2014-2015 году Украине ясно дали понять, в том числе наши союзники, что возвращаться к теме Будапештского меморандума нет никакого смысла, поскольку это меморандум, то есть это не соглашение, оно не предусматривает каких-то конкретных шагов по защите территориальной целостности Украины, является просто протоколом про намерения. И от того, что граждане дадут или не дадут этот мандат президенту, по сути, ничего не изменится. Президент и так в границах своих полномочий должен защищать территориальную целостность Украины с привлечением всех возможных средств, ресурсов и союзников. В Будапештском меморандуме четко прописано, что в случае нарушения вышеупомянутых положений должно проводиться консультации, да, на международных платформах в рамках Совета безопасности ООН с участниками, странами, подписантами этого Будапештского меморандума. То есть консультации, в принципе, должны были быть уже реализованы. Почему это не было сделано? Они были в Украина же неоднократно поднимала и в 2015 году вопрос в Организации Объединенных Наций, в том числе на уровне Совета Безопасности, о том, что есть нарушения, у нас забрали часть территории, против нас ведется вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, но все эти вопросы, по большому счету, блокировались с помощью вето, которое есть у страны подписанта этого Будапештского меморандума. То есть в контексте консультаций здесь как раз понимаете, в чем проблема. Все страны могут сказать, что мы консультации провели, а то, что они ни к чему не привели, это вопрос уже второго, третьего или четвертого порядка. К огромному сожалению нам, да, почему? Потому что таким образом он выписан, а выписывала его не предыдущая власть, а гораздо раньше президент, который
которые были, да. Так получается, что этот меморандум, ну, извините, может, я говорю очень какие-то циничные, неприятные вещи, но он ничего по состоянию на сегодня не стоит. Это просто бумажка, на которой написаны какие-то гарантии нам, но эти гарантии ничем не подкреплены. Поэтому нужно говорить о каких-то других форматах, более реальных современных условиях. И как раз мандат на это, проведение этих переговоров, привлечение других каких-то стран. И, опять-таки, я повторюсь, у президента Украины есть. Спрашивать отдельно у граждан Украины мнения по этому поводу нет. Вот если бы вопрос был сформулирован таким образом, поскольку не выполняет Будапештский меморандум, есть ли смысл нам возобновить наш ядерный статус, то это было бы интересно, это было бы совсем по-другому. Ну, а вопрос звучит ровно так, как он звучит, поэтому он риторически по своей сути и ни к чему, по сути, не приведет. Дуже дякую вам, спасибо большое. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку.